Из Кыргызстана бойцу 33 года, его рост 173 сантиметра, его вес 66,3 килограмма, в его активе 6 побед при 3 поражениях. Поприветствуем в синем углу октагона Нурбек Абдыкадыров. Ережені білеміз, ережені бұзбаймыз. Менің мұқиятым жасыл тыңдаймыз. Сәттілік. Бірінші раунд. Установки от Абжи. Небольшое преимущество имеет Молданов. Ну, сразу забирает центр Абдыкадыров. Привычнее, комфортнее, конечно, ему работать в стойке. Мы предполагаем, конечно же. Ну, а по ходу поединка это будет уже понятно. Молданов в привычной манере сейчас отдает пространство. Старается больше на контратаках сработать. Я так понимаю, что установка Дидара. Для Дидара это подвигаться первый раунд, потому как большой простой был в боях у Нурбека Абдыкадырова. И, возможно, не готов он ко всей длинной дистанции поединка. Поэтому и не спешит в первом раунде. Дает размахаться, скажем так. Нету, но здесь чревато, что может неплохо. И сам понимать это Нурбек. И в первом раунде сам будет инициатором очень таких жестких атак и прессинга с его стороны. Врывается в дистанцию. Саймадан супер сунуш. Қуаттуу гигабиттик жаңы муындагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500 плюс ОТВдын супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. Ближний. Ну и вот подсказывает тренер, что он отходит. И вот здесь вот уже нужно работать. Нагимулдан. О, прихватил здесь мидл-кик. Не очень и легко, да? Это очень уверенно нанес этот мидл-кик. Прихватил за стопу именно. Захват не такой высокий. Давайте глянем, на что способен в партере Нурбек Абдыкадыров. Потому что гард не спешит обходить. Да, зацепил ногами. Тут даже шорты, кажется, ногами обмотал. Даже лежа на спине, обратите внимание, пробивает Молданов. Несколько ударов. Ну и не хочет полностью, знаешь, основательно лезть в партер. Пытается вернуться в стойку. Вернулся Дидар на ноги. Ну и Молданов в целом не прочь подзарубиться в стойке. Хотя базовый борец, кстати. Вот такое вот противостояние базового борца и базового кикбоксера. Тем временем половина раунда позади. Выдергивают, выжидают. Осторожнее. Я понимаю, почему Нурбек все-таки был непростой был. Ну и Дидар после нокаута также осторожничает. Зря не рискует. И теперь уже к половине раунда он должен выбирать более явную концовку. Вторую половину первого периода. Пытается спасить в борьбе. Еще раз. Дидар. Да, вот бороться сейчас ни в коем случае нельзя. Абдыкадырова. Да, нельзя торопиться, нужно быть хладнокровным. Нет, не нужно, клинч не нужен. Зачем? Дает возможность восстановиться Нурбеку. Ну и Абдыкадыров хорош в этой ситуации. Выстоял. Навязать. Да. Своего оппонента, причем не с первой попытки, но тем не менее. Разорвать необходимо клинч Дидару. Понимает это он сам. Контролирует кисти. Подсказывает Дидару, чтобы... Ну, когда в углу у тебя такой сигнал в виде одного из самых сильнейших ударников весовой категории, 61 килограмм, в лице Бекзата Алмазова. Не получилось. Прихватил сетку здесь, кстати, Молданов в момент тейкдауна. Так, за счет этого мы сохранил равновесие. Тейкдаун. Это было жестко. Да, вот протыкающие колени, обоюдные причем. Обоюдно. Чуть больше минуты до окончания первого раунда. Ну и будет ли тейкдаун в этой ситуации? Он должен быть по логике. Неплохо. Ну кто позицию-то выиграет? Может застолбить как раз таки
Да, не стал в первом дальше раунде. тейкдаун доводить. Минута, Молданов. меньше даже минуты. Удастся ли удосрочить у Дидара? Самый главный вопрос. Или нет? Ну и спешить, по сути, некуда. Еще 2 раунда впереди, поэтому... Ну и отнимает это очень много энергии. Ну и Поэтому- тренер, кстати, Дидара, Канат Рахимов, сам говорит, не спеши, покажи, расскажи, докажи. Завяжи. Ну, завяжи. О, больше для Нурбека касается Абдыкадырова. Попадает по щеке! Сбил атаку Наги Молданов, но есть еще время. Теряется драгоценное время. Да, жестко. Но отбивается все равно. Сознание находится на Молданов. Пропустите еще один удар. Да, очень такой динамичный у нас. Ну и местами противоречивый раунд получился. Поединок, я думаю, точно не дойдет до судейского решения. Каким-то боком. У вас сейчас, да. Но и не... Ну зачем бороться? Абдукадыров, но тем не менее, сводит колени, делает тейкдаун. Смотрит на рефери, да, там, будто бы чем-то возмущенный. Ну да, Возникли, возможно, скользнулся Дидар в углу. Another как раз. takedown right at the end. Это, возможно, Did well not to rush. Shelved that leg onto the hip. Glorious match. да, врывается. один удар. Все-таки решился, да, попробовать поработать с гарда. Нурбек Абдукадыров. Ну и будет обрабатывать. Корпус, голова. Все как по книжке. Упирает одной рукой. Force the left hand high to get rid of that corner. Ну и такая вязкая работа, наверное, и Наги Молданова будет способствовать больше, лучше защищаться. Ну и время на восстановление. Да. Давно не побывал здесь никак. Да. Есть удар по корпусу, но вот чем дальше, тем больше как будто бы завязывается, да, вот именно в Если гарде. честно, я вот понял абсолютно в этой позиции, в этой ситуации желание Нурбека побороться с Дидаром. Когда ты с доминирующей стойки попадаешь, Да. вроде как вот потрясаешь своими ударами, затем пройти в ноги, в гарде не совсем. Я понял. Если план подвигаться все 3 раунда, прочувствовать их, возможно, да. Но если здесь попытаться удосрочить Дидара, такая себе, как затея. Включает локти здесь. Кадыров пытается здесь снизу Дидар отбиваться и руками, и ногами. Ой, еще один локоть. Довольно работает секунданты Абдыкадырова. Так понял, рассечение открылось, да? Да, рассечение. Рассек, кажется, лоб с одним из локтей. Ударов с локтя. Pushing it too hard and being out for the rest of the Так, season. что врача вызывает, это уже тревожно на самом деле. И если врач сейчас увидит, что рассечение серьезное, даже если... Да, конечно, рассечение очень серьезное. Да, возможно, будет даже остановка. Не зря врача вызвал рефери. Вряд ли. Да, Скорее всего, все, это все. В связи с снятием врача бойца из красного угла октагона победу одержал Нурбек Абдукадыров.